Лыжники из Коми Юлия Ступак и Илья Семиков уже в Китае. Напомним, до первого старта на зимней Олимпиаде в Пекине остается всего 5 дней. Спортсмены из нашей республики в общении с прессой пока взяли паузу. Все силы уходят на подготовку к важнейшим гонкам. Но отрывки из жизни в олимпийской деревне все-таки просачиваются в социальные сети. Александра Головина изучила интернет-просторы. Юркин инстаграм вообще разрывается. Инстаграм Юлии Белоруковой действительно разрывается, причем как от количества видеоисторий, погружающих нас в быт олимпийской деревни, так и от комментариев многочисленной армии болельщиков лыжницы из Коми. А вот в общении со СМИ пока спортсменка немногословна. Юля, добрый день. Я корреспондент телеканала «Юрган», Республика Коми. Готовим материал про наших спортсменов на Олимпиаде. Без вас никак. Здравствуйте. Пока не до интервью. Спасибо. Разница во времени с Пекином – 5 часов. К этому наши готовились и дома, и теперь привыкают к режиму в Поднебесной. Первый старт уже 5 числа. А пока регулярные тренировки, отдых, ну и, конечно, обед по расписанию. На подносе яйца, орехи, масло, столь необходимые при высоких нагрузках, белок и насыщенные жиры. Что примерка у нас? Номер. А вот так члены оргкомитета Олимпийских игр встретили спортсменов в аэропорту. Имена и фамилии переведены на китайский. Там имя Юлия Ступак звучит гораздо короче – Ступакия. В это же время где-то на другом конце земли, в далеком от Китая Сосногорске, за свою воспитанницу Юлю болеют ее первые тренеры Александр и Галина Ветровы. Она пришла к ним на тренировку, когда ей было 9. Первые старты, победы, поражения, Олимпиада, свадьба, рождение сына – все самые важные события, они всегда вместе, по телефону, в СМС, и неважно, сколько километров между ними. Девочка энергичная, веселая, подвижная, позитивная всегда. Ну, наверное, была, как все, но только более жизнерадостная, такая шустрая, такая, сразу что-то скажешь, она сразу воспринимала, старалась. Вот это было, такая искорка была. Но это как раз, вот, наверное, жизненная искорка, как она сейчас у нее осталась. И когда она танцует на пьедестале, это от души. Это не показуха, как многие считают. Вот она не любит проигрывать. Мы недавно же с ней разговаривали, наверное, буквально, дней 5 назад. Мы просто сказали, что мы ее любим, какой бы она результат ни показала, и всегда будем с ней, и будем молиться за нее. Надеемся, что все-таки медаль у нее будет. Я считаю, что у них большие шансы в эстафете. В спринтерской эстафете Юля тоже, думаю, считает, что будет в команде. И тоже большие шансы на медали. Еще одна наша надежда и гордость – 28-летний Илья Семиков, чемпион России, призер этапа Кубка мира. Вся Усть-Цильма держит кулачки за своего земляка. Первый тренер Иван Попов вспоминает, в скромном сельском 8-летнем мальчугане не сразу разглядели будущего олимпийца. Результаты поначалу были вполне себе средние. Лучше быть в одной гонке первым, а в другой сотым, чем в обеих гонках быть 10-м. Вот. Потому что у него, у Ильи, склонность к классическому ходу. Хотя дети в настоящее время любят больше коньковый ход, и быстрее, и красивее, может быть. А я, как тренер, не торопился, и мы больше занимались классикой. И угадали. На сегодня Илья один из лучших классистов. Ну, в России это точно, и даже в мире. Вот. Я думаю, что было бы ошибка, если бы мы готовили и коньковый ход, и классический. На пекинские трассы наши лыжники выйдут уже в эту субботу. И если Юлия Ступак уже знает, что такое дух Олимпиады, то Илья Семиков вдохнет его впервые. Александра Головина, телеканал «Юрган».